Вице-чемпионка Олимпийских игр в Пекине. Заслуженный мастер спорта по легкой атлетике Елена Мигунова готовится стать мамой и выходит в телеэфир. Возьму и пойду. Эксклюзивно на Первом спортивном известная спортсменка принимает эстафету ведущей в программе «Хозяин дома» только на ITV. Смотрите прямо сейчас. Привет! Я Елена Мигунова, серебряный призер Олимпийских игр в Пекине, заслуженный мастер спорта по легкой атлетике. И это программа «Хозяин дома». Мы ходим в гости к известным людям. И сегодня мы пойдем в гости к известному татарскому певцу Салавату. Салават Фатхетдинов, певец, мастер спорта международного класса по автоспорту, отец 3 детей и дедушка 1 внучки. Дубай раньше был гостиничным комплексом, сейчас здесь живут. Я не скажу, что известные. Кому нравится жить За городом. Все равно это останется как загородный клуб Дубай. Но друг мне предложил, хозяин этого комплекса Джавдат Минахметов, уже дружим 25 лет, и он предложил, я сразу согласился. Но сейчас уже, если честно, город не хочется. Эти пробки, эти уже дороги просто невыносимы. Тем более такому человеку, как я, эмоциональному я могу покинуть машину, пойти пешком. Чтобы сейчас жить в городе, ездить с конца на другой, это надо иметь такие нервы. И как часто вы проводите время в этом доме? Сутками. То есть не выходные, а то есть вы прям каждый день здесь практически Да, живете, практически да, сейчас? живем, да. Кому-то нравится, некоторым детям не нравится. Не знаю, как жене, она сама, наверное, скажет, мне нравится. Она не хочет нам ничего говорить. Это ее проблема. Это ее право. А Новый год вы где будете отмечать? В этом доме или в городе? Нет, здесь, наверное. Здесь. Здесь у вас соберется вся ваша большая семья. Да, все вместе. И никто не будет пить, так как в этом доме нельзя. Нельзя. И даже бокал шампанского вы в 12 часов не поднимете. Для этого у нас есть безалкогольное детское шампанское. У нас через дорогу есть еще одна база. Это домик, а там база, там спортивная база. Там у меня живет медведь, павлины, куры. То есть у вас свой зоопарк? Нет, это начало зоопарка. Зоопарк будет, Аллах верса, очень большой. Это моя мечта детства. Сейчас иметь частный зоопарк. Наверное, через год все это закончу. Из Омска, может 2, может 4 привезут косули. Вот сейчас, наверное, пока сюда, у нас все огорожено здесь, весь Дубай огорожен, можно тут пустить всякие, пусть бегают у вас. всякие животные. Страусов, Аллах верса, привезем. Вот сейчас медведю делаем большой вольер, чтобы ему было свободно. Но пока проблемы. Вот у нас есть 2 собаки, мы их не купили, они сами зашли к нам и начали у нас жить. Остались жить. Да, вот что-то, или медведь никогда не видел собак, или собаки никогда медведя не видели. Вот они мучают медведя. А медведь боится собак же. Конечно. Что у вас за баян? Баян вот этот хорош. Вы играете? Я, не профессионально. То, что, сейчас мне некогда. Вам сейчас нельзя тяжелое поднимать, сын сказал, да? Спина еще немножко болит. Пока Поэтому нельзя. мы вас Но он должен заставлять быть, не будем. Он должен быть. Я всегда хорошим людям на день рождения и на юбилей дарю баян. Звуки, ура! Мы так договорились с хозяином, чтобы не гулящая семья была, чтобы порядочная, не шумная, не пьющая, да. Надо будет сначала все узнать про эту семью. Не пьет ли, Конечно. не курит ли? Нет, мы, если, правду говоря, мы, наверное, 5, 6, 8 семей, пришли там покупатели, мы не согласились, потому что некоторых мы знаем. То есть здесь прям сильно прислушиваются к вашему мнению, да? Нет, по соседству. Мы так договорились, потому что... справа, слева, ладно, он хозяин продаст, и дело с концом. Мне-то надо жить с хозяевами. Дети должны дружить. Вот как можно жить, не знаю, кто там творится за твоей стеной. Тем более последние эти 10 лет вот этот... Я не скажу, что это дебилизм, но вот это интернет. Ты что делаешь? Кто-то отвечает.
Вот сейчас чайник поставил, закрыл крышку. А какой чай будешь заваривать? Я пошла, сейчас на кухне посмотрю, зеленый, кто пишет вкусный. Ну ты позвони, попроси, вот как можешь сидеть с этими вот дебильными... Позвони, попросись на чай уже к людям. Узнаешь, вкусный он или нет, да? Я сыну всегда говорю, я захожу, он сидит в интернете, я что делаешь? Он говорит, а ты 5 минут. Я говорю, 5-10 минут и выходи. Я всегда говорю, вот когда будешь сидеть долго в интернете, у тебя будут длинные, такие нежные пальчики, белое лицо, ты будешь как сидел в погребе. Я говорю, ты же спортсмен, ты должен таким. У меня свой метод с ним. Подход к воспитанию. Подход к воспитанию, да. Я очень жестко, иногда меня и жена замечания делает. Я... Строго, да, воспитываете? Ну, а в угол ставите? Нет, в угол не ставлю. А тапкой? По попке? Нет, у меня слово хуже кулака. Я словами убью. Ну, у вас очень послушный ребенок. Ну, судя по общению. Ну, он послушный, да, он послушный, он очень внимательный. Да. И к себе требовательный. Он меня начал водить на гонки уже с 4-5 лет, и после этого я каждый раз смотрю, и вот так вот уже все, заразился тоже этим спортом. Тебя, в принципе, уже можно назвать звездочкой. Ты чемпион Татарстана в таком возрасте по автогонкам. Двоюродный. Двухкратный. Да. Ой, хорошо. И поэтому это тоже большое достижение для 10-летнего человека. Поверь мне, я тебе говорю как спортсменка. Я серебряный призер Олимпийских игр, но в 10 лет я чемпионка Татарстана еще не была. Расскажи еще про школу. Есть там подружка? Нет. Друг? Ну, мальчики, Да, девочки, есть, с кем ты дружишь? есть, Просто. да. Два самых лучших друга, конечно. А как их зовут? Надир и Шаукат. А ты с кем-нибудь из них сидишь за партой? Да, с Надиром. А Шаукат, он на год меня старше. А, он в другом классе? Да, мы просто мы в одном доме живем еще, он сосед в квартире. Еще мы с ним в садике вот были еще вдвоем. А, то есть еще с садика дружите. А подружки неужели никак с девочкой не дружите? Нет. Девчонки противные, дергаете их за косичкой и портфелем по голове? А потом тебе ответ букварем по голове. Да? То есть не дают они Нет. себя в обиду, да? Ну, какая-нибудь нравится, наверное? Нет. Блондинка с косичками двумя? Нет. Нет. Ты серьезный парень, только увлекаешься спортом и учебой, не до девчонок. Ay halime kilsen idi yanıma Sigarını versen idi görsen idi halime. А расскажи немножко про своих сестер. Аня, Как тебя Аня. зовут, сестер? Алина и Ильяна. А где они сейчас? Алина в Америке, Ильяна. Ну, они сейчас где-то в коттедже там. У них коттедж Где-то тут за здесь? гором, да, где-то 10 Со километров. своей семьей? Да. А в Америке что делает? Она день рождения справляет там со старыми друзьями. Она там училась, да? Да, 5 лет. А ты где учишься, в какой школе? Я 18-й, В каком классе? в 4-м. А мама сказала, что ты на одни пятерки учишься? Да. А не тяжело тебе справляться с такой нагрузкой? М, Учеба, и ты спортсмен такой активный, и теннисом занимаешься, и гонками, и хоккеем. Какой у тебя самый любимый предмет? Физкультура. Русский. Русский? А почему тебе русский вот нравится? Ну, теперь не знаю. Правила нравятся? Все изучать? понимаю, потому что теперь уже. Я его хочу воспитывать нормальным человеком. Пусть у него будет детство счастливое, потом юношество, пусть будет взрослым, отцом. Все должно быть в меру и все должно идти по лестнице. Но я, наверное, тоже потихонечку уже На пенсию? на пенсию. У артистов не бывает пенсии. Так что это слово артист практически не понимает, что такое пенсия. Я тоже Да, так он всю представляю. жизнь артист, да, до конца жизни. А куда вы артист. хотите? Просто немножко посвободнее себе график сделать? Нет, я, наверное, займусь чем-то другим, у меня есть чем заняться. И все-таки я больше внимания хочу Рустаму уделять, сыну. Чтоб, Чем другим? Спортом, бизнесом? ну, И тем, совсем. и другим? Политикой? Я всю жизнь в политике. В каком-то интервью вы сказали, что президент Шаймиев советуется с вами по каким-то вопросам. Вот Нет, по каким вопросам? какой лучше вы Нет, совет дали ему? Я очень уважаю Меди Шариповича. Это человек, который создал эту страну, эту республику. Он
Сделал такой фундамент. Советую только по культуре. А новый президент с вами советуется по этим вопросам? Ну, я не боюсь этого слова, что это мой очень большой друг. Перед ним страшно петь, потому что он никогда не запутывает слова. Куплет с куплетом не перепутать. А вы можете перепутать, Я да? могу, он может остановить, говорит, ты неправильно поешь. Seni yaratan, seni Tataristan, Balkanların için yaratan. Вот первое, я начинаю от носков до, как называется? Ресниц? Да, макияжа. Да, макияж. Иногда у... А у вас свой визажист? Нет, каждый себе делает. Вы сами себя Я никогда, подкрашиваете? мне 52 года, я сколько лет на сцене, я уже не помню, я никогда, даже на телевидении, я не знаю, что такое этот Тональный крем, тональный пудра. крем. Şairken ergen dervişin, Tatar televişin yaratan. А на какие-то спа-процедуры вы ходите, какие-то маски, может быть? Ничего такого тоже не делаете? Я могу по 3 раза в день ходить в сауну. Вот я щас- А вы только- ходите здесь вот свою только вот именно только что сауну? вышел из бани. Сейчас, если меня пригласят, Я пойду опять. если успею, я схожу еще раз. С девчонками? С какими? С какими-нибудь? С девчонками, имею в виду. Любите ходить в сауну? Баня – это не интим. Баня – это другая жизнь. Расслабление. В бане нельзя пить. В бане нельзя азартные игры. В бане... между Можно прочим, сказать, святой дом. не святой, а, между прочим, некоторые большие вопросы с большими людьми и большими товарищами решаются в бане. Потому что когда человек расслабляет... Ну, наверное, с бутылочкой еще. Нет. Нет? Раньше мы занимались... Практиковали, да, такое? Да, и это было... И бывало такое, что мы забывали, что купаться, и ушли домой, выпили все, что было, и ушли. Это мы Не помылись. Да, и забыли помыться. И такое было. Я не отрицаю. Все приходит с годами. Вот сейчас у меня другие интересы в жизни, другие ценности. Оказывается, все меняется. А как вы вообще любите расслабляться? Я... Все равно у вас тяжелый гастрольный график. Мне надо каждый день находиться в новом месте. Я сегодня здесь, я завтра могу поехать в Ижевск к другу, Дамиру. На следующий день оттуда приеду, я домой в Башкирию к маме могу съездить. Оттуда к другому другу в Москву съездить. Есть неделя времени, можем в Турции к себе домой слететь. Я могу... Вот о Турции о себе домой поподробнее, пожалуйста. У вас дом в Турции? У нас есть дом в Турции. Мы там бываем очень редко, правда. Но не получается. Дача такая у вас, да? Домик или квартирка? Квартирка. На берегу моря? Такая маленькая, вот такая. Малюсенькая, прям Да, так? вот такая, вот такая квартирка. Полкомнатки? Там нам нравится. В прессе говорят так, что у вас новогодний корпоратив стоит 400 тысяч рублей. Это правда? Вот почему я ненавижу журналистов. Мне просто интересно, вот, Нет, потяну я себе на день рождения вас пригласить. Вы не потянете, потому что я никогда ни за какие деньги. Они сидят, гуляют, жрут, пьют, и ты перед ними тут рисуешься. Меня это лично обижает. Ни за Бывает какие так, деньги не пойдете, а бесплатно вас позвать можно. бесплатно, да. Если мне человек понравится, я могу поздравить, сходить. А так, бывали люди такие, скажите, сколько ему надо, сколько дадим, сколько ему надо. Такие. Меня можно брать слезами, просьбой, вот так меня никогда. Я никого не боюсь, я боюсь только Аллаха. А кто у вас наряжал эту елку? Елку наряжает каждый год Лейсен, моя жена. Я не дотрагиваюсь, я даже не знаю, когда она это собирает, когда она убирает. Это у нее свой график. То есть у вас нет такого, да, чтобы Нет, вы всей семьей сели, нарядили? И за это отвечает почему-то вот так. А кто так высоко вешает колокольчик? Я вот тогда спросить надо у жены, как она туда полезла. И Она не может- знаю, Как ангел взлетает, вешает. это она любит так фантазировать. Очень красивые колокольчики. Это, конечно, Они колокольня? я чувствую, что это там была мужская рука, но не моя рука.
Чем можно сказать? Какой А вы не спрашиваете? Не, зачем? Может, сосед какой-то заходил? Спасибо соседу, что сделаешь. А расскажите про своих медведей. Почему вы именно медведи делаете? Это ваше любимое животное? Я не делаю. Я родом из Башкирии. Лучший мед в мире – это башкирский мед. Пчелу пока другого не придумали. Тяжелые какие. Когда меня приглашают куда-то, я всегда прихожу с подарком. Или человек, который первый раз приходит ко мне домой, он должен уйти с подарком. Расскажите про свою жену. Вы увидели ее, когда она еще училась в 3 классе. Впервые? Нет? Раньше? Да. Нет. Раньше, ну тогда у меня... Сколько ей было годиков? Наверное, 8, 9. 8? 8? Нет. Ну, наверное, 8. А вы помните ее вот в этом возрасте? Если бы вас попросили снять фильм о своей жене, с какого кадра вы бы начали его снимать? Она была единственная красная девочка в деревне. Краснокожая, что ли? Волосы были красные. С какого момента вы начали воспринимать вот свою жену как уже женщину, как девушку, как она, когда понравилась она вам уже? Я пришел после армии. После армии, да. Я точно не скажу, наверное, в 4 классе, может быть. А когда вы за ней ухаживать начали? Ну, с малых лет. А как ухаживал? Портфель носил в школу? Нет, я... Звезду он мне подарил в 7 классе. Какую звезду? А, не скажу. Какую? На небе? Да, мы сейчас... 30 лет назад. Да, 30 лет. Мы выходим, на эту звезду смотрим, эта звезда пор, очень... да. Это, значит, наверное, Так чувства мило. были очень... Большая медведица, вы же примерно представляете, Да. да? Вот такая большая медведица. Тут идет Ручка. а тут уже сам ковш. Вот здесь внизу первая звезда, вторая звезда наверху. На ручке, на ручке. Да, на ручке, да. Не на ковшике, а на ручке. Ага. Вот это вторая звезда, вот с этой звездой есть рядом звезда. Маленькая. То ее видно, то не видно, вот так мерцает. Да, видно, мерцает. видно, да. Но иногда его совсем не видно, так слегка только. Вот с этой звездочкой, вот эта звезда моя. Я подарю тебе эту звезду. Светом нетленным будет она озарять нам путь в бесконечность. Конкретно нам не ставил, он мне уже эту звезду сделал из бриллиантов, подарил. Ой, так здорово. А ваш сын говорит, что он вот на пении чуть ли не самый лучший в школе. Да. А спеть он нам никак не хотел. Нет, Может, он не будет петь. ни за что на свете. Чтобы петь, надо иметь ситуацию. Но на праздниках у вас он может спеть в семье? Нет, как-то у нас, у нас так это- не практикуем. Я даже дома, когда начинают музыку включать, я говорю, выключайте. Потому что я всю жизнь в музыке, я прихожу с гастролей, тут еще музыка играет. Дети у меня... Вы тишину любите? Потом, конечно, после гастролей. Кем, говорит, хочешь стать, не могу. Но точно не артистом. Ни в какую артиста не хочется. Она это уже мы Спортсменом? с ним решили. Еще может быть. Спортсмен тоже должен быть для себя, для здоровья. Работу мы найдем. А покажите, пожалуйста, свою спальню. Нет, эта спальня она меняется. Меняется в зависимости от места вашего проживания. Да. Это загородная спальня. А какие сны вам снятся здесь? Вот это не надо снимать. Сны? Это не будем. Я думал, про сны не надо снимать. Сейчас расскажете какие-то ужастики. Нет, самая большая проблема у меня сон. Я поздно ложусь и Ну, сколько? поздно встаю. Прям в 3-4 утра? 3 это подарок. Если в 3 засну, это просто Так не поздно праздник. тогда, вы рано ложитесь, получается. 4, полпятого, в 5, полшестого. Так, традиционно. А почему у вас так? Вот так гастрольный режим вот так образовался. Организм привык, да? Пока не отсыпаешься, вот, например, выступил в одном городе, едешь на другой город, там, 1000 километров, к которому приезжаю. Вот автобусная жизнь, сейчас я уже привык к этому. Сейчас уже внучка со мной до 4 утра бегает. Всю семью скоро приучите. Ну, они уже приучены давно. А что у вас за окном? Это тоже ваш какой-то домик, да? Тут Так, это мы 2 домика. прячем. Потому что приходят дети, друзья. Всех надо где-то Да, размещать. Здесь у нас в этом доме 4 комнаты, а бывает по 6 пар приезжает.
Вот для этих гостей, для детей, 2 домика гостевых. Они маленькие. Они Ну, уютненькие. До следующего оврага все наше. И тут. Жду вас там. А? М? У тебя есть машина? Есть. Мне Ну, уехать? Давай. Пока-пока. Пока. Ой, вы прям такая красивая Снегурочка. До свидания, я вас жду там. До свидания. На концерте, да? На концерте все. У русских и у татар немножко отличаются какие-то голосовые связки. То, что русские никогда не смогут спеть на татарском языке вот Невозможно. так вот. Это Там- правда, да? Да. Там работают Вот другие резонаторы, потом... Вот эти, да, такие звуки? Или Любой какие? татарин может спеть по-русски, Ну, это да. а ни один русский не споет по-татарски. Правильно. Это от горла зависит или просто от Это обучения? нет, обучаться невозможно. Это, От горла, да? это- От голосовых нет, связок. это не от горла, это Божий дар. А. Вот так Всевышний решил. Невозможно. А как вашу маму зовут? Так Лима. А мама вам что-нибудь готовит, кушать до сих пор? Нет, я сам сейчас маме готовлю. Сейчас она в гостях. А кто у вас хозяин в доме? В каком? В вашей семье. Моей? В вашей семье, вашей, да. Я. Только я. Ваше слово здесь закон. Хозяин должен быть один. Все. Этим все должно быть сказано. Хозяин, в доме должен быть хозяин. И один должен быть хозяин. И мы потом... Вы сейчас пойдете готовиться на концерт. Да, начало 4. У вас какие-то специальные костюмы или вы просто в чем хотите, в том и идете? Я могу вот так выйти. Я пришел, встать, оделся, пошел на сцену. Мы провожаем Салавата на концерт. Нет, уже на гастроли. А я тогда вот с этим. У меня свой чемодан. Кто с чем? Без него никуда. Я тоже. Без него никуда. Прощаемся, до свидания. Спасибо большое за гостеприимство. Очень было приятно познакомиться. И с наступающим вас Новым годом. Ну, пока. Пока. Я со своим чемоданом. Он со своим. Şimdi bu zilimunda bağlatır bana kızını